Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов провел первое заседание правления благотворительного фонда. В городе Аркадак состоялась свадебная церемония, группа туркменских паломников вернулась из Саудовской Аравии на родину и другие новости. Первое заседание правления благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова провел в субботу национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана. В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности благотворительного фонда. Сообщалось, что за счет его средств было проведено 140 операций, а также интенсивное лечение в стационарных условиях нуждающихся в опеке детей. Помимо этого, педиатрические отделения больниц регионов Туркменистана были обеспечены автомобилями скорой помощи и необходимыми медицинскими средствами. Была оказана помощь многим детям, закуплено современное медицинское оборудование, а также отправлена гуманитарная помощь в зарубежные страны. Кроме этого, благотворительным фондом вручены подарки детям по случаю знаменательных дат, а также спортсменам, добившимся высоких результатов на международных соревнованиях. Первая свадебная церемония состоялась в недавно открытом городе Аркадак. Церемония проходила в новом городском дворце бракосочетаний Бахт-Кёшки. Вновь созданные ячейки общества семье Агагельдыевых были вручены подарки от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Первая группа туркменских паломников, совершив в Саудовской Аравии в дни празднования Курбан-Байрама обряды хаджа, благополучно вернулась на родину. Побывав в Мекке, считающейся центром исламского мира, они поклонились священной Каабе, совершили 7 кругов между холмами Сафа и Марва. А в священной Медине посетили мавзолей пророка Мухаммеда и его сподвижников, известные мечети и другие священные места. При совершении хаджа туркменские паломники вознесли Всевышнему молитвы во имя дальнейшего процветания родной отчизны и благополучия народа. Объединение «Туркменфильм» имени Огузхана запустило в производство 2 новых полнометражных художественных фильма. Один из них – кинолента «Композитор». Другой фильм «Красавица Гургенча Тюрабек» обращен к истории и повествует о подростке по имени Гульмирдан, который стремится повстречаться с Тюрабек Ханым, дочерью хана Золотой Орды и женой правителя Куня-Ургенча Кутлук Тимура. Усовершенствовать управление отраслью морского и речного транспорта поручил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Соответствующие указания были даны генеральному директору агентства транспорта и коммуникации при кабинете министров Мамедхану Чакыеву в пятницу на заседании правительства. Президент Сердар Бердымухамедов адресовал руководителю агентства конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию управления отраслью морского и речного транспорта в соответствии с международными стандартами. Японский диетолог Масахиро Ивасаки уверен, что красный болгарский перец способен снижать уровень плохого холестерина и одновременно повышать уровень хорошего. Красный болгарский перец или паприка содержит антиоксидант капсантин. Именно он придает красный оттенок паприке и перцу чили. Капсантин отвечает за выработку холестерина высокой плотности или хорошего, который в свою очередь помогает снижать уровень холестерина низкой плотности в организме. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по предварительным данным ЦИК побеждает на президентских выборах с 87,5% голосов. Об этом сообщил на брифинге председатель ЦИК Республики Зайниддин Низамходжаев. В ЦИК отметили, что Мирзиёев считается избранным главой государства. Туркменский российский специалист Курбан Бердыев получил работу в Махачкалинском «Динамо». Клуб объявил о его назначении в воскресенье. В сезоне 22-23 «Динамо» заняли 8-е место в первой лиге чемпионата России по футболу. Новый сезон махачкалинцы начнут 15 июля в Лужниках матчем против московского «Торпедо». Новый главный тренер уже дал интервью пресс-службе Махачкалинского «Динамо». Среди факторов, повлиявших на назначение, специалист отметил идею стратегического направления клуба. Махачкалинская «Динамо» – это очень важный и серьезный проект. Хотелось бы, чтобы «Динамо» представляла Махачкалу в премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного, отметил Бердыев. Ашхабадский спортсмен силового экстрима Давид Милкумов установил новый рекорд. Он голыми руками сделал то, что обычно делает спецтехника. Переместил вагон китайской компании «Сифан» весом около 48 тонн на 8 метров за 24 секунды. При этом вес спортсмена менее 100 килограммов. Спортивное достижение было зафиксировано в воскресенье, 9 июля, на территории одного из филиалов Демир-Йоллары в Ашхабаде. Атлет использовал технику Arm over Arm, перетягивая канат, упершись ногами в специальную опору.
В интервью корреспонденту Туркменпортал Давид Мелкумов признался, что эта попытка ему далась не так легко, как это выглядело со стороны. Туркменский защитник Ораз Атаев забил пенальти за российский медийный футбольный клуб «БАС» в серии послематчевых пенальти против ФК «Деньги» в матче третьего раунда нижней сетки Московского кубка «Селебрити». До серии пенальти дошло после того, как основное время матча завершилось со счетом 1-1. Ораз отыграл в этом матче все 90 минут встречи. После 11-метровых ударов команда Атаева вышла в следующий раунд соревнования, где сыграет с Броук Бойс. Матч пройдет 12 июля в Москве на Сапсан-арене. Победитель пары сыграет с Тудроц в гранд-финале турнира. 16 июля в Бухаре пройдет совместный турнир Российской лиги Open и промоушена из Узбекистана Амир Тимур Fighting Championship. В основном карде турнира в среднем весе боец из Туркменистана Мурат Тохтамышев проведет поединок с узбекистанцем Мамурджоном Хамидовым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.